В зале сидят телезрители, герои, те, с кем ежедневно снимают новостные сюжеты, документальные фильмы и беседуют в студиях. Обычные люди, без которых не могло бы существовать ни одно средство массовой информации. Герои встречи делают замечания, чествуют похвалой и дают советы. Мы стараемся, чтобы наш телеканал был таким дружелюбным, открытым, потому что имидж крымского татарина – это человека очень работоспособного, открытого, честного. Вот мы стараемся своих эти принципы формировать и у себя на телеканале. Молодой телеканал завоевывает аудиторию. По итогам конкурса «Журналист года-2017» в номинации «Событийный репортаж» и развлекательный проект года Лиля Виджат и Эльвина Меметова получили награды. Грамоты и дипломы регулярно пополняют копилку телеканала. Ежедневно коллеги работают над качественным контентом. На заседание пришли представители наблюдательного совета телерадиокомпании. Нас стали смотреть и не только крымские татары, и остальные крымчане. Вот это очень важно, чтобы канал стал окном не только в Крым, но и возможностью убедиться, как живут крымские татары, как живут, о чем думают, о чем мечтают, какая картина будущего. Вот если мы на все эти запросы сумеем ответить, это действительно у нас будет настоящий культурный рупор. И не только крымских татар, но и всего Крыма. Мнение наших общественных деятелей, то есть других национально-культурных объединений. Поэтому очень надеюсь, что наша совместная работа будет плодотворной. Всегда готовы на постоянной основе слышать те или иные предложения. Круглосуточно телеканал удивляет зрителя разными проектами «Крымомания». Хэштег-иште, спортивный характер, Бызбулемас, Хадынлар Алимисов, Рахаб Буюранас и оперативные новостные блоки «Хаберлер». Это давно полюбившиеся передачи зрителю. В новом 2018 году появляются новинки. «Яля Бою», «Чалхаджи Лайф», музыкальные проекты. Проект «Моя история» раскрывает сложный и тернистый путь к успеху тех, кто смог преодолеть все преграды и подняться на пьедестал. Новый виток ожидается и в жизни радио. Ватан Сидаса. Сейчас у нас 3 точки радиовещания. К концу апреля планируется запустить еще 10 точек вещания, что позволит охватить 80% полуострова. Такого раньше никогда не было. Во время заседания поступило ряд предложений по дополнению контента и от общественности. Можете ли вы нам предоставить как дополнительное время, чтобы журналисты приходили к нам в гимназию и обучали или представляли видение о журналистике, о телевидении? Рассмотреть возможность также знакомства нашей молодежи с выдающимися личностями прошлого. То есть это и политические, и культурные деятели. У нас есть свой крымско-татарский театр. Есть у него довоенная история, очень интересная, очень богатая. Вот хотелось бы, чтобы об этих людях мы больше рассказывали. Вот именно история довоенного театра. Замечания и пожелания зрителей поступили в обработку. Команда специалистов возьмет их на контроль. Журналисты телеканала «Милет» всегда в эпицентре событий и снабжают своих зрителей самой актуальной и злободневной информацией. Арзы Хасьянова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».